Шахматы в Абхазии развиваются уже многие годы. Наша сборная с успехом участвует в различных соревнованиях за рубежом. А Федерация шахмат Абхазии проводит открытые чемпионаты, в которых стремятся принять участие спортсмены из всех регионов России и ближнего зарубежья. В престижном турнире Moscow Open абхазская сборная участвует не первый раз, но в этом году случилось важное событие. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба был награжден президентом Международной Федерации шахмат Кирсаном Илюмжиновым грамотой за вклад в развитие шахмат Абхазии. На это негативно отреагировали в Грузинской Федерации шахмат во главе с Гея Георгадзе. Он направил письмо в секретариат ФИДЕ и членам президентского совета организации, в котором назвал действия Илюмжинова безответственными. В целом спорт политизировали. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, с которой нас столкнули, ряд протестов со стороны Грузии, они реально неправомерны. Это ниже ихнего уровня, когда детей политизируют. Хотя для нас неудивительно, мы помним 92-93 год, что для них не было понимания ни дети, ни женщин, ни старики. К сожалению, абхазская сборная не сможет попасть на следующий чемпионат Европы, Кубок мира и Олимпиаду по шахматам, по той причине, что все эти соревнования будут проводиться в Грузии. В любом случае, у нас есть отлично подготовленная сборная. Мы сможем показать себя и на других турнирах, говорит Константин Тужба. Жизнь не останавливается. Мы как продолжали работать, так и будем продолжать работать. Мы все будем делать для того, чтобы прививать нашим детям знания, приобщать их к международному миру, чтобы они выезжали, знакомились и не чувствовали себя в изоляции. Свою точку зрения относительно сложившейся ситуации выразил и проработавший много лет в спортивной сфере Рафаэль Ампар. Любая нация мира имеет право заниматься творчеством. Это и литература, это и поэзия, это изобразительное искусство. Ну и, безусловно, конечно, спорт. То есть здесь определенных границ в этом мировом пространстве быть просто не может. Это нереально. А за свою работу в области спорта я не раз сталкивался с такими протестами. Считаю, что это просто, во-первых, это некорректно, а во-вторых, это определенная слабина той страны или же, может быть, той спортивной организации, которая такие протесты, в общем-то, выдает. В МИД Абхазии считают провокационными действия грузинских околоспортивных чиновников. Откровенно говоря, мы не удивлены такой реакции представителей Грузии. А Абхазия уже давно сталкивается с целенаправленной попыткой международной изоляции своих граждан, с давлением на представителей культуры, спорта, образования и в целом с такими попытками бойкота любой гуманитарной активности наших граждан за рубежом. Надо понимать, что в современных условиях усилия Грузии по изоляции Абхазии не дадут ожидаемого результата. У нас много друзей, у нас налажены серьезные контакты в России, за рубежом, и такие попытки, они просто обречены на провал. Это уже не первая попытка грузинской стороны помешать абхазским спортсменам участвовать в различных международных турнирах. Радует одно, что эти попытки чаще всего безуспешные. Астанда Отырба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.